Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие, любимые зрители, я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Как поживает ваш бывший? Что делает, что чувствует, чем занимается? Пожалел ли он, что вас потерял? Настройтесь, пожалуйста, на гадание, если тема вам актуальна, интересна. Представьте своего бывшего, назовите по имени и ему задайте свои вопросы. Но обращаясь к нему, задайте. Ну и песочек нам все покажет. Прежде чем я начну, всех вас, мои дорогие хорошие, хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете, за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне оказываете. Земной вам поклон. Итак, мои хорошие, давайте посмотрим на вашего бывшего. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками, безоткровенно, сейчас скрыто это нужно услышать и узнать. Так, бывший, сейчас в компании каких-то людей, в окружении каких-то людей, явно чем-то занят, либо это какое-то мероприятие, может быть посиделки, может быть коллеги, да, вот они все вместе собрались и в одном месте находятся. Там по большей части мужчина, возможно, только лишь мужчина, вот место, где он сейчас находится. Работает, делом занят. И для него работа сейчас вот как на первое место выходит, как самое главное для него. Это работа, рабочий процесс, может, бизнесом занимается, может, на кого-то работает. Прям туда все силы бросил и сам туда полностью ушел. Что касается вас. Вы его что, заблокировали? У него как доступа к вам нет. Либо он четко убежден, что вы не слушать, не говорить не станете, либо вы его везде заблокировали, да так, что не подступишься, да, потому что вы еще какие-то меры предприняли для того, чтобы он даже близко к вам не подошел, чтобы ничего не знал, не слышал, не видел. В принципе, да, вы для него недоступны в сегодняшнем моменте. Недоступны. Если честно, здесь мужчина в какой-то прострации находится, как будто бы он не понимает, что произошло. Не понимает, не отдает себе отчет, либо убеждает себя в том, что это какая-то ошибка, это сон, что вы какую-то игру играете с ним. То есть, фактически, да, до него еще не дошло, что вы его бросили, да, что вы расстались. Он думает, что вы в плохом настроении, он думает, что вы там перебеситесь, извините за слово, что вы придете в себя и все наладится. Он не видит себя холостым, он не видит себя свободным. Он до сих пор себя позиционирует как в паре с вами. Что вот какая-то на нее мара нашла, она в плохом настроении, она должна прийти в себя, это время, это пауза, это как необходимость для того, чтобы она успокоилась, для того, чтобы там в голове у нее все улеглось, чтобы какая-то буря. Вот состояние бури, которая должна пройти. Вот такое у него отношение. Может быть, это его защитная реакция. Да? Он не хочет признавать того, что он вас потерял, и вы расстались. Может быть, он сам по себе у вас такой человек, да, тугодум, пока до него дойдет, что вы расстались. Вы уже там 10 раз замуж выйдете, детей нарожаете. Может быть, действительно у вас это не первая ситуация, и он думает, что вы с ним действительно играете, какую-то свою правду хотите доказать, либо хотите одеяло на себя перетянуть. Странный, конечно, мужчина, и странные у него реакции. Давайте я еще карту возьму.
Я просто давно такого не видела, чтобы мужчина вот как так реагировал, да, как будто бы до него не доходит, что вы расстались, как будто бы какая-то игра, пауза, вынужденная остановка перед как запуском, да, перезапуском. Почему он так себя ведет? Что это с ним? Почему он так себя ведет? Почему он так к этому относится? Вообще, как он к этому относится? Да, он видит, что отношения тяжелые, что отношения зашли в тупик, что дальше как есть продолжать нельзя, что нужно искать выход из текущего положения дел. Смотрите, да, отношения зашли в тупик, но надо стараться, надо искать выход, надо навести порядок в ваших отношениях, потому что у вас любовь, потому что вы любите друг друга, потому что вы друг для друга созданы. Да, буря пройдет, и все наладится, она успокоится, она поймет, что я ее люблю, что она меня любит, и мы опять будем вместе, мы опять будем счастливы. По его мнению, сейчас отношения зашли в тупик, либо это кризис, но кризис вы переживете, и вы опять будете вместе. Как-то вы странно с ним расстались. Может, как-то резко все произошло, так что он не успел сообразить. Либо, опять же, у вас такое уже было. Вы расходились, сходились, и он такой, это типа ее игра, да, она со мной играет. Хорошо, а для вас это что? Может, вы правда не расстались, а просто поссорились и ушли в паузу? Раз он так думает. Ну-ка, напишите в комментариях, я что-то запуталась, я не понимаю. Я вижу его в состоянии ждущего, занимающегося своей работой, делами. Он ждет, пока вы придете в себя, пока буря пройдет. А вы же, наоборот, как стараетесь новой жизнью жить, да, строить новую жизнь. Ребят, вы явно не договорились, либо вы друг друга не поняли. По этой отсыпке это какой-то набор символов, да, с вашей стороны одни символы, с его стороны другие. А что с вашей стороны? Что с вашей? Ага. Все, вы больше не наивная девочка, время пришло. Теперь вы сами вершите свою судьбу. Вы решили изменить свою жизнь. Вы решили больше не тратить время на этого мужчину, который вас не понимает, либо не дает вам то, чего вы хотите. Понятно, что кто-то хочет серьезного мужчину для серьезных отношений. Кто-то хочет, чтобы мужчина был более ответственным, да, в отношениях, заботливым, брал на себя обязательства. Кто-то не хочет мужчину делить с кем-то, да, возможно, это ситуация треугольника. Кто-то устал быть вечной невестой. Вы хотите замуж, вы хотите официально, хотите детей, семью, как у всех, да, как положено. Не, вы уже так паруса подняли и отчалили. Для вас это конец, а для него это всего лишь пауза. Как вам такой вариант? Думали об этом? Ох, ты перевернулась, собачка. Он к вам привязан. Он к вам очень сильно привязан, и он, девочки, не верит в то, что вы расстались. У него это в голове не укладывается. Возможно, это какая-то посттравма, защитная реакция, как я уже говорила, да. Настолько это страшно и больно, что он старается об этом не думать и утешает себя тем, что это всего лишь пауза. Хорошо, как высшие силы видят, что между вами, пауза или конец, как высшие видят. Потому что у людей может быть своя позиция, а у высших сил своя. Как высшие силы видят? Как высшие силы видят? Но высшие силы видят вред. Высшие силы видят чужие руки, чужие старания, потому что карта сад.
Кто-то вмешивался, кто-то мешал, кто-то подвел к тому, чтобы над вашими отношениями возникли тучи. Ну, грубо говоря, вас рассорили, вас разлучили. Либо какие-то действия, либо воздействия, да, могли и остуду сделать на вас, чтобы вы к нему интерес потеряли, чтобы вы на него психовали, чтобы вы на него нервничали, чтобы вы от него бежали как можно дальше, да. Ну вот чьими-то руками, понимаете, какая-то есть тайна, какой-то есть секрет. А вы оба, как наивные дети, вас обманули, вас провели, вас друг против друга настроили. Ну, по крайней мере, женщину очень сильно против мужчины настроили. Остуда. Мне идет, что на вас остуду сделали. Но высшие силы видят вашу ситуацию как испытание. Испытание в любви, в личной жизни, которое вы должны пройти. Потому что здесь клевер, потому что здесь солнце. Это очень хорошие карты. Вообще клевер самая счастливая карта в колоде Ленорман. Солнце — это дар, это подарок, это новая жизнь, это новое начало, это новый день. Новая страничка в ваших отношениях. Да, скорее как испытание. Кто-то вам создал руками испытания. Здесь какая-то тайна, секрет. Как детей обманули, но высшие силы видят ваше будущее вместе. Опять же, вы должны стать оба мудрее. Вы должны повзрослеть в этой ситуации. Повзрослеть, стать осознанными людьми. Не позволять, чтобы кто-то вмешивался в вашу жизнь, в ваши отношения, манипулировал, создавал негатив, разлучал, разводил людей. Что вы должны знать? Давайте сразу посмотрим, что вы должны знать. Что вы должны знать? Что вы должны знать? Что вы должны знать? Опять карта ребенок. Может, вы беременны от него, или у вас общий ребенок, либо он хочет от вас ребенка. Почему ребенок все время выходит? Так, ну мужчина вас не отпустил и не отпустит. Это зря вы так себе надумали, что это конец. Когда до него дойдет, что вы от него ушли, он начнет просто вот рвать и метать. У него, конечно, будет дикий стресс, дикая депрессия, дикий шок. Там что-то с чем-то с ним произойдет. Но он не может вас отпустить, потому что вы его жизнь, вы его счастье, вы его лучик счастья. Он, девочки, будет добиваться просто такие разговоры с вами, встречи с вами. Прям будет очень сильно настойчив. Вы его еще таким не видели. Таким мужественным, таким серьезным вы его еще не видели. Он будет добиваться, он будет с вами говорить, где бы вы ни были, куда бы вы ни спрятались. Вот он говорит, я тебя все равно найду, и мы с тобой все равно поговорим. Я не могу тебя отпустить, потому что если ты уйдешь, для меня это как бы точка, это конец. Дальше продолжения не будет. То есть моя жизнь, она в твоих руках. Вот, пойдешь ли ты на это, да, погубишь ли ты меня? То есть тут такое еще серьезное развернется. Он еще будет вас догонять, он еще будет к вам обращаться. И не отпустит он вас, девочки, он вас не отпустит. Нет. Вам очень тяжело будет по-настоящему с ним расстаться. Это вам сейчас легко, потому что он думает, что это пауза. Вот. А если бы он понял, что это все за правду, по-настоящему, он бы не отпустил вас. Не отпустил. Потому что он считает, что это ошибка. Ошибка и для вас, и для него это вообще конец. Это даже не ошибка, это конец книги, да, конец истории жизни. А куда он без вас? А как он без вас? Он же любит вас. А вы скажете, не нужна мне такая любовь. Но он по-другому не умеет, он любит именно так. Вот оно, его сердце. Видите? Он любит именно так. И да, мы все разные, каждый любит по-своему. Не-не-не, свою дорогую золотую рыбку он не отпустит. Он с вами четверку видит, он с вами видит будущее. А вот без вас он будущего не видит. Четверка, кстати, это пара, это семья. Причем во всех смыслах этого слова. С вами он якорь хочет бросить. Вообще куда-то с вами хочет переехать, либо уехать, куда-то вас увезти.
либо даже, может быть, эмигрировать вместе с вами. Тут у него такие обширные планы, не отпустят, просто так не отпустят. И если вы действительно решили от него уйти, вот прям окончательно, точка бесповоротно, то, девочки, это прям долгий процесс, очень долгий. Вам придется его убеждать, я даже больше скажу, уговаривать, скорее всего, да, чтобы он отстал от вас. И вы как бы не прятались, как бы не блокировали, он все равно будет искать и находить вас. Он не намерен отпускать. Я, конечно, понимаю, вы все разные. И, возможно, сейчас я говорю не самую лучшую информацию. Возможно, вы сейчас в шоке будете. Либо вы на такое не рассчитывали, но нет, он не отпустит вас. Тут он будет бороться с вами, за вас он будет бороться. Понимаете, в чем дело? И будет такая ситуация, куда вы, туда и он. Куда вы, туда и он. И это будет постоянно происходить. Мало того, если вы с кем-то другим захотите создать отношения, он же будет мешать, он же будет вас отбивать, он же будет вас защищать. Ну, такое, знаете, конечно, это ваше дело, но мужчина не согласен. Он не согласен вас отпустить. Он не согласен, что это разрыв. Так, девчонки, лучше сядьте, подумайте хорошенько, да, действительно ли вы правильно поступаете, действительно ли есть повод, да, чтобы разрушить эти отношения. Смотрите, каждый может ошибиться. И мужчина может ошибаться, и вы могли ошибиться. Мне вот не понравилось то, что высшие силы сказали по поводу того, что кто-то лез и вмешивался. Потому что здесь, смотрите, у основания тоже у нас 2 цифры. 3, переходящая в 5. Обман, ложь от близких, от друзей, от родственников. Могли вас подвести действительно к тому, чтобы вы его бросили. Могли капать на мозги, могли его подставить, могли его опозорить, да, в ваших глазах, принизить его человеческое достоинство. Это все могло быть. Подумайте, откуда ноги растут у вашего желания его оставить. И действительно ли вы сможете без него, потому что у вас чувства к нему все равно сохранились. И как бы вы себя не уговаривали, что нет, не люблю, не хочу, не буду, чувство у вас есть. Есть, и это чувство сильное. Сильная, очень даже сильная. И знаете, может быть, вы на вот этих эмоциях, что все с меня хватит, надоел, там, т.д., вы себя раскочегарили, тем самым отодвинули вот этот момент правды. Но когда правда придет, вы поймете, что вам больно, что вы поспешили, что зря вы так, наверное, поступили. Знаете, говорят, что не делается все к лучшему. Возможно, да, как высшие силы показали, вам нужно пройти эти испытания, пройти вдвоем и больше любить друг друга, ценить друг друга, дорожить друг другом. Может быть, эти испытания – это как выход на новый уровень ваших отношений. Смотрите, вы все разные, у каждого будет по-своему. Но говорю, как вижу, мужчина не будет сидеть спустя рукава, мужчина будет вас возвращать, он будет за вами бегать, и это будет тяжело с ним расстаться. Это будет тяжело ему объяснить, что вы не хотите быть с ним. Вот. То, что кажется легким и простым, то, что вы думаете, что все, мы расстались, как бы он уже ко мне не придет, это вы очень ошибаетесь. Он не приходит, потому что думает, что вам нужно время. Время, чтобы остыть, прийти в себя. Но когда он поймет, что вы от него отказались, вот тогда начнется веселье. Помяните мое слово. Нет, не хочет отпускать. Он любит вас. Он любит. Он всем рассказывает, что он вас любит. Он, смотрите, вот с друзьями, с кем, с коллегами работает, делом занят. Никаких других женщин я не вижу. Никаких мыслей о других женщинах я не вижу. И все мысли только о вас, о любви, о будущем. О том, что скоро тучи пройдут, да, взойдет солнце, у нас все с ним будет хорошо. Ну, вот такая отсыпочка вышла. Ну, что вышло, то я вам и рассказала, мои милые. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.